алейкум и здравствуйте всем дорогие слушатели и дорогие зрители. Война в Украине уже 19 дней, как идет война. Украинцы держатся, молодцы ребята. Мир с вами, все мир с вами. Не только словами, а, скажем, даже и действиями с вами. Весь мир. Я немножко на таджикском, а потом на русском будем говорить. Потому что у меня тоже есть какой-то привет. Коллега Путина, брату Путину, хватит дели Путин, ему Мали Рахмон. Я хотел бы передавать привет. Салам алейкум ба мамардами Тоджикистон ва салам алейкум ба ном ҳукуматдоро. Асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, наҷотбахши сайёра, пешвои тоҷикони дунё. Бо чанд зубани дига дошти? Сарфармондаи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон. Намедонам, як галат дошти, фаромӯш кардам. Фамилия номута фаромӯш кардам. Хулас, айнан ҳамин камбудиҳо каме пеш дар Афғонистон ҳамин хел бигем ки ҷангу ҷудол шид ва хеле тоҷикзабонҳои Афғонистон. Ака дин намерасем, барое ки дин намегем, мусулмон кофир не. Хеле тоҷикзабонҳо аз Афғонистон фирор кардан омадан дар сарҳади Тоҷикистон. фирор кардан омадан дар сарҳади Тоҷикистон. Гурусна тассусна дар улави сарҳад бигем ки хеле ҳам хоб кардан, хеле хоб кардан. Ва наҷотбахши сайёра, пешвои тоҷикони дунё на онҳоро қабул кард, на онҳоро бигем ки як брида нон дод, балки дар ҳамун ҷо гуфт ки на призвол судба бимбирен, мембирен, бестен дар ҳамун ҷо. имрӯз ҳамун мусибат дар Украина омад. Дар як муддати кӯтоҳтарин фурсат, кӯтоҳтарин вақт бигем бибинед ҳама мошино қариб ку байрақи Украинаро бардошта гаштестанд. Ман идам як гапи алоҳида дорам. 20 километр дар сарҳади мо наздик шидагӣ аст дар Полша. Мо ҳам боевои готовностда ҳастем. Бигем ҷанги ҷидолда хеле шидагӣ битари гуфти ҳамун гапо шӯхиҳои адреналина надидагӣ будем. Як адреналини шӯхигӣ мегирем да қатъи. гуфти ҳамун гапо армияи Россия. ана ки бошад дӯстои азизам, бибинед Эмомали Раҳмон натавонист ки тоҷика қабул кунад ва ном будад. Дар як муддати кӯтоҳ бигем Полша 2 миллион украинца қабул кард дар як ҳафта. Дар як ҳафта, як ҳафта 10 рӯз да. Дар 10 рӯз Полша 2 миллион украинца қабул кард. 2 миллион. нонам дод, овам дод ва як тайёрам дар сарҳад намон, дар ҳолате ки ҳоли анҷей дуда пешвои славяно нест. Пешвои бигем ки забони славянӣ нест. анҷей дуда асосгузори сулҳу ваҳдати славянӣ нест. дар ки ҷое ки аз славян боша, анҷей дуда пешвош боша. Не, анҷей дуда як раҳбар ва президенти бигем ки инами кишвар ҳаст, инами Полша. аммо ҳамаи ҳамеро қабул кард, барое ки чи вуҷуди инсонӣ дошт.
президент ё ҳукуматдорони иҷа вуҷуди инсонӣ дошт ки халқи оддӣ ки ҷанг намекунанд, дар ҷанг нестанд, ӯро бигем ки азоб додан, дар уҷа қабида истодан, верни смертда наёян иҷа, ҳамуҷа бестен, мембирен, мезиен, бестен. И пайғоми ма ба мардуме бигем ки шарифи Афғонистон буд ки ҳамон тоҷикзабонои Афғонистон мебироем баъзан ҳолатҳо мегӯянд ки Имомалӣ Раҳмони пешвои тоҷикони дунё ҳаст. мо фахр мекунем ки тари тоҷик дорем, намедонем чанд сум дар хитона мефурӯшем, ин гапа мегӯед. Ин аҳволи Имомалӣ Раҳмонтон. Кам пир, гудак, ҳатто ки тоҷикзабонҳо гудакҳошона фурӯхтанд. ба умеди пешво шида омаданд, пешво қабулшон накард, гурусна монданд, дар лави сарҳад гудакҳошона дар фурӯш гузоштанд. диденака ҳанака хитон бигем ки ӯ тарафша муқоиса кунем, бигирен ҳамватанои азизи бениҳоят гиромӣ ва меҳрубонмон. И буд бигем ки қиссаи Эмомалӣ Раҳмон ва қиссаи пешво буданаш, наҷотбахши сайёра, пешвои тоҷикони дунё бо ин қадар зуваниҳои бисёре дорад ки дар тамоми ҷо рақсу бозиро дӯст медоштагӣ, 4 тоҷика қабул карда натонист аз ӯ тараф омадан дар сарҳад, 4 тоҷика қабул карда натонист. мегзарем ба забони русӣ камтараки дига то қадри имкон. ҳоли бест ва тоҷиконе ки аз Украина будагӣ ризқи рӯзӣ мекофтанд, студент буданд ва ғайраҳо буданд, омадан дар Полша даромаданд. Дар Поланд бигем ки Анҷей Дуда пешвои тоҷикон набуд, авқотошон дод, ҷои ховшон дод. Анҷей Дуда асосгузори сулҳу ваҳдати тоҷикон нест, қаҳрамони тоҷикон нест. нон дод, авқот дод, ай буҷа ва айшоти ин давлат бо равоншон кардиста, ай кисаи хидаш ки дар ҳолате ки Анҷей Дуда пешвото нест, асосгузорто нест, сулҳу ваҳдатто нест ва ӯ президенти муш тоҷикистонитон, асосгузортон муш дар ким куҷо ховай ва имрӯз ӯ мушҳои посолствое ки дар Германия доред мебироянд изҳорот метаҳанд ки гӯё ки ҳамаро контрол кардан ва дар номи худшон плюс кардан бонус навишта истодан ки гӯё ки уно ҳамаро контрол кардан, намояндашон буд, тоҷикоро ҳал кардан масъалашона ва бигем ки равон кардан. ва инави аз қадри Эмомалӣ Раҳмони шумо на танҳо ки афғонистониёро раҳм мекунад, миллаташ тоҷик будавра, на танҳо на шуморо раҳм мекунад ки дар ҷои мембирен, мезиен, муш ворику хаб мекуна места, то оне ки нами як кас маҷбур мешавад ки ай кисаи худаш расходи шуморо бита равон куна хонатон. барои ки ҷа истодани ва ё медонанд ки Эмомалӣ Раҳмон агар намид ҳар кори кuni ку мембирав садоша намебирорад, мембира садоша намебирорад, та хомӯш ҳамун гапо мурдаша мебина кунам тари места гӯё ки ҳиччира надидааст, ҳиччира нашнавидааст. шумо барои Эмомалӣ Раҳмон фақат барои рақс дар коред, барои даромад дар коред. шумо да мушкилӣ бизана Эмомалӣ Раҳмон ку қатъиям ҳукуматаш Рустами Эмомалиро Ташкент равон куна барои дидани заводи микроволновкаву заводи холодильник. самолёт аст, селиком заказ мекунад, самолёти селиком Сомон Айр, қатъи ахранои Рустама гирифта меравад Ташкент дар Рустам як ҳафта одиқ мекунад, як ҳафта самолёт дар уҷа места ждат мекунад Рустама кай бояд бирад набирад. Шорух ковид мешавад, барояш шоруха личени кардан, самолёта Германия роӣ мекунад, селиком мега ина марҳамат, ин самолёт Германия бар шоруха личени ки биё.
Рустаму Шоруха қадрша бибинед. Барои кайфшон я барои табобат чон вес самолет меравад. Ягон проблема нест. Не ки сари тоҷикда ки омад Тоҷикистони домад самолети Раҳмон вайрон мешавад сразу ҳамон рӯз. Барои ҳамо шумо мардуми Тоҷикистонӣ барои Эмомалӣ Раҳмонов фақат ду чиз даркоред. Барои дилхушии Раҳмонов ва барои даромади Раҳмонов. Инами ҳар даш. Сеюм дигар ҳичи нест. Шумо мембрем проблемаи хитонай, мезием проблемаи хитонай, дар дашт мемонем проблематонай. Намедонам охи таҷовуз мешем проблематонай, кишта мешем проблематонай. Ҳич ра Эмомалӣ ку отвечат намекунад дигар. Шумо барои Раҳмонов барои ду чиз даркоред. Барои дилхушиш бояд барақсен, майдон апар кунен, пешво бигирен, плакат бигирен, бозӣ кунен. Барои нами даркоред. Диюми чизе ки барои нами кор кунен, пула роӣ кунен, ҷамъ кунен. Раҳмонов қати Рустам одиқ куна, кайф куна пулда бигам. Халос. Барои нами ду чиз даркоред. Мардотон барои кор кардан, духтаротон барои дилхушӣ кардани Эмомалӣ Раҳмон, барои кайф сафои Эмомалӣ Раҳмон. Ба ҳар ҳол дигар тасмимгиранда хитоне бояд хитон тасмим бигирен, чӣ кор кардан дар кор аст. Дигар ака бигем каме дигар ба забони русӣ агар имкон боша. Поздравляем все россиян за великую победу, возвращение на не 2022 году, а 1022 году. Просто на 1000 лет назад пошли. А не 20 лет, а не 200 лет. На 1000 лет назад пошли. Точно так же, как я сейчас сказал таджикам, вы русский народ, точно так же нужны вашим властям для два вещи. Проведение парад, танцы, пляски, кайфовать, а второй просто зарабатывать деньги, чтобы их счет заполнять, и чтобы они кайфовали, отдыхали. А ваша смерть, а ваша проблема, ваши остальные не интересует. У вас есть несколько вариантов. Хорошо, вы не можете дойти до Путина. У вас есть несколько вариантов. Сагавьев, который у вас есть. На таджикском это Сагавьев будет. А на русском, наверное, это Соловьев будет. На таджикском это Сагавьев. Вашего Сагавьева, не знаю, то ли есть, то ли придется немножко погонять, да? Вашего Сагавьева и вашего вот это несколько пропагандон есть, которые вас целый день травит мозг людей, вот просто насилует мозг людей. Вот эти хотя бы что-то делать с ними. И пропаганда этого останавливается, телевизионная пропаганда останавливается. Хорошо, вы не можете дойти до туда, вы не можете дойти до другого места. Остановите эту пропаганду тогда. Сделайте что-нибудь с Сагавьевым. Сделайте что-нибудь 60 минут. Сделайте другой, третий, четвертый, не знаю. Сейчас знаете, какой охраной ходит? Это Сагавьев. С какой у него охрана? А вы даже это представить не можете. Неужели один такой телеведущий, у него такая огромная охрана? ФСБ, КГБ или кто-то, что-то, ОМОН охраняют одного журналиста. За что?
За что сливается на это журналисту много денег? За что? За что ОМОН охраняют? Понимаете? Потому что они, это что, не журналисты. Они не журналисты. Они не телеведущие. Они оккупанты, которые оккупировали это телевидение. И остальные. Сейчас сидят они там. И 24 часа, как-то говорят, пропагандирует война того, сего, другой, третий, четвертый. Уже много российских военных, походу, поняли, о чем идет речь, за что они воюют, за что они там. Но они в скором времени они решат, что делать, да? Я вижу, что Путин ворвался в Украину, ну, отправил армию в Украину, от того, что там ущемляются русскоязычные люди, их права ущемляются, им не дает свободно говорить, им не дает свободно выходить на улицу, им не дает свободно свое требование требовать, вот, митинговать или что-то делать. Из-за этого Путин отправил армию освободить этих людей, чтобы как-то они спокойно могли выходить на улицу, спокойно ходить в магазин, спокойно требовать, взять плакат, выходить, и за смену власти голосовать, поддерживать Россию, русскоязычного народа. Вот за это он отправил там войска. Мне второе интересно. Вот именно в России точно так же ущемляется прав коренной москвичей и остальных. А почему там военных не отправляешь, чтобы остановить этих милиционеров, которые как фашистская форма на весь мир сейчас запрещено, их медаль, их значок, их вот вся остальные. Я уверен 100%, скоро русские вот это полицейские или гербы, вот это тоже как фашистская будет на весь мир запрещено. На весь мир это будет запрещено. Я в этом 100% уверен. Почему Путин не отправляет войска, чтобы освободить, извиняюсь, освободить русского народа от этого фашизма, который их не дает свободный выбор, их посадит, их засадит, их преследует простых народов. Почему ты не даешь освободить? Я пришел за правку, извиняюсь, у нас тоже очень подорожал, не очень, но чуточек подорожал газ, бензин или что-то. Скажем, газ был 3 злотых 25, 20, 30. А сейчас в данный момент стал газ у нас 3 злотых 83. Ну, на 50 грошей, на 40 грошей подорожал. Путин это не очень сильно подорожал здесь. Здесь чуточек подорожал. Это грош. Всего лишь подорожал грош. А у тебя прямо воеватель, спасатель народ, у тебя в стране, что видно, как он подорожал. Даже самому производителю. Тоже бензин, газ немножко подорожал. Но я не буду. Если хотите, я покажу. Не очень. Это всего лишь копейка, скажем, подорожал. Вот такой, господин, уважаемый русский народ. Сейчас будем заправиться газ. Уважаемые русские спасители, спасайте тоже своих, скажем, матерей, своих бабушек, своих сестры, которые ущемляются их права прямо в площади, в центре Москвы ущемляются их права, а не в другом месте ущемляются.
прямо в центре, центр, около Кремля ущемляются их права, их голос запрещаются, подвергает их в опасности. Полиция какой-то, не полиция, это просто какой-то фашисты, террористы, которые находятся под брендом русский полиция, их забирают. Их забирают. От того, что они выходят, просто говорят их лозунги «Остановить войну». А у вас спокойно их забирают. Их ущемляют, их бьют. Их как баран в одной автобусе загонит, не знаю, штуков, наверное, 80, 70 штук, как баран друг на друга. И их закрывает там. Давайте защищайте, миротворцы. А не украинцев надо защищать, своих надо защищать. Своих матерей надо защищать. Свои сестры надо защищать. А тут вы зачем хохли защищаете-то? Я вижу вот весь интернете, как говорите, бандеровцы, бандеровцы, бандеровцы. Мы только убиваем бандеровцев, мы только убиваем бандеровцев. Получается, весь украинец бандеровцы. Все они выходят против вас. Им лучше жить, чем с вами, лучше с бандерцевым будем жить, им устраивает. Украинский народ устраивает жить с бандерцем. У них нету никакой проблемы с бандеровцем. Это только проблема с Россией у них. Так что, уважаемые русские миротворцы, творите мир в свою страну лучше, я думаю. Жалко, которые бабушек забирают 70 лет, 80 лет, возят их, топит на какой-то старых газелях, автобусах. Прямо в масках ходит. Полиция скрывает свое лицо от своего народа. Нет, полиция не должен скрываться. Так что, уважаемые миротворцы, уважаемые, защищайте свою матерей лучше. Свои сестры, свои жены защищайте. Вы тут воюете, а там вашу жену забирают. Жена ваша выходит, чтобы прекратить войну. Не надо убивать моего мужа там, да? Они так выходят с таким лозунгом. Сына моего не надо убивать. Они выходят с таким лозунгом на улице. Их там закрывают, их там бьют. А вы какой-то хохли вышли. У меня вот и газ, скажем, у меня газ полный на 157 злотых. А раньше на 137, на 138 было, 157. Всего лишь на 10 злотых. Это сколько? Всего лишь на 10 злотых есть разница. Недорогой газ. Бензин тоже то самое. Европа, у них есть свое, как-то, скажем, они решают эту проблему в кратчайшем сроке. У них не бывает, здесь в Европе не бывает проблем. Проблема бывает в русском народе. Спасатель мира. Вы себя не можете спасать в последнее время, я смотрю. Честно, не только кого-то спасать, вы даже себе не можете спасать. 157 злотых 60 грошей. Целый бак, 40 литров. Раньше 137, 32, ну, скажем так. На 20 злотых есть разница. Такой. Русские миротворцы. Dzień dobry. Dobry. Ten gaz. Faktura? Paragon. 157,60. Tak. Gotówka. Aplikacja jest? A, aplikacja. Czyli nie ma. A kawa, hot dog może dla pana? Kawa, hot dog może? Nie. No. Dzięki. Tak? Do widzenia. Ага. Вот
Дорогие, смотрите, все у нас в Европе вообще в шоколаде. Никакой проблемы нет. Какой-то грошик цена, да, изменился, а остальные вообще в шоколаде. Магазин работает 24 часа. Все работает подряд. Все подряд работает. Это у нас... Давайте я оставлю минуточку. В вашем как-то... Сейчас потом дальше будем говорить, да? Дорогие, что вам показать, дорогие русские? Я слышал, что... Я слышал, что у вас вместо KFC Ленина все открывается такой. Фотография с Лениным. Люди последний свой кусочек идет лакомство от KFC, от Макдональдса, да? Вот это ваше, скажем, закрыл, да? Закрыл. Это, скажем, это ваши миротворцы творили. Вот это, представляете, теперь у вас ничего не будет работать, ничего. Все. Вы уходили на 200, не, на 1000 лет назад. Скоро только вот я видел одно, я потом понял. А сначала я не понял, о чем идет там речь, а я потом действительно понял, о чем идет. Давайте я заодно зайду в моечку, да, чтобы красивенько сделать, или потом. Я видел, что русские солдаты в Украине, они воруют курицу, бьет курицу в палкой и в мешок пихают, воруют. А я думал, вот зачем это делать? Может, они голодные, что так делают, да? Потом понял, почему они так делают, что таким темпом курка ворует они. Они хотят с этого курка сделать как индейцы, потому что они назад идут же. Им же сейчас это куркины, вот это очень это дорогие товары для них, скажем. Скоро из этого будет на голову сделать как индейцев. И листочек туда. И будет они. Будете ходить на улице, походу. Леса у вас много, как мы знаем. Как раз вождь тоже у вас есть хороший. Вот что вам надо. Хороший лес, много, большой, огромный. От Чукотка начиная, да, весь, сколько хотите, вот будете гулять. А зачем вам интернет? Зачем Макдональдс? Зачем вам хорошая жизнь? Телефон, айфон или что-то, телевизор, я не знаю, одежда, бренды какие-то, да? Зачем вам это? Для чего вам? У вас леса много, вы можете ходить просто. Русские индейцы будете скоро. Весь мир будет закрыт для вас. Вот и будете ходить. Поэтому русские миротворцы, было бы хорошо, что вы сейчас реально вот стали бы, шли бы к себе домой, защищали бы свою родину, на самом деле от врага защищали бы. У вас одни наемники работают. Одни наемники. Нету человека, чтобы без наемников, чтобы он работал. Верхушка, военные, не знаю, полиция, все они одни наемники работают. Вот освободили бы свою страну от наемников, а?
освободили бы свою страну от вашего бандеровца. Не надо Украину что-то освободить. Вот освободите, пожалуйста, свою страну. У вас полиция, наемная полиция. Нету народного полиция там. Там наемный. Язык, русский язык ущемляется, язык. Я же говорю, зачем вы тогда своим танком пишете на даже военный вертолета на латинском алфавите? Зачем вы пишете тогда? Где ваша любовь к вашему алфавиту? Где? Я не знаю. Где ваша любовь к вашему русскому национальностью, который у вас все верхушка питаются, лечатся, бокалы, не знаю, стаканы, сервис дома, все у них зарубежные. У них такая любовь к Россию. Такой любовь у них к Россию, да? Такой, когда они говорят русский, у них уже жара поднимается. Им становится нехорошо, что кто-то ущемляет русские права где-то. Это не очень хорошо. Они очень себя нехорошо чувствуют, когда кто-то ущемляет русские права, русский язык, русский вещь, русский товар. А у них дома самому, дома. Заходите у Саговьева, журналиста вашего, другой там, не знаю, у вас наемный журналист из Армении. Представляете? В вашем телевизоре наемный журналист из Армении работает. Нанимается в деньгах, работает в телевидении. Ваши на первом канале, на втором канале. Наемный Соловьев. Все они наемники работают у вас. Честно я говорю. Все одни наемники. Вот было бы хорошо, вы бы освободили ваш мир от вашего наемника. Чтобы у вас было бы тоже народно избранный президент, народно избранный парламент, народно избранный, все то, что есть, было бы народно у вас. Это, я думаю, было бы хорошо вам. Вы сами заложники своей судьбы. Вы сами заложники у себя на родину. У вас нет прав выходить и сказать, что-то ты недоволен. Сразу вас запакует, упакует, впечатывает вам, да? И хороший такой маркетинг и на 20 лет, на 15, или на пожизненный, или в общем на исчезновение, на смерть. Понимаете? Русские миротворцы, у вас в своей стране, у вас нет голоса. А зачем вы спасаете еще кого-то, который у вас самому этого нету? Я не вижу. Ваша в родине не может, ваши матеря, жены ваши, сестры, не имеют права выходить на улицу и сказать, что где мой муж. Вас убили, вас, не знаю, запаковали, захоронили, похоронили. Все с вами делали. Мама ваша, которая родила, она не имеет права вот выходить, спросить, где мой сын. За того, что он будет спрашивать, где мой сын, получит 20 лет тюрьма. А зачем вам украинцев освободить? От кого? Украинцы спокойно выходят, митингуют, когда хочет, тогда. Выбор был честный. Если не был бы честный, не мог бы выиграть один, скажем, просто человек из другого сфера в жизни, да, шоу-бизнеса, вот стать президентом.
Понимаете? Это вот говорят, что свободный выбор. Что президент со своей полностью опытом, столько еще дипломаты, выиграл один представитель другого, скажем, сфера бизнеса или работа. Просто взяли и выиграл за один день. Еще с хорошим голосом. Вот это вот демократия. А ваше вот одно слово, которое говорите, что мне очень, очень интересно. Якобы оккупировали в украинцев какой-то бандеровцы, им не дает жизнь, да? Вот это вот. Подождите. А Зеленский, вы говорите, просто он актер, да? Как он мог быть одновременным актером, бандеровцем, оккупантом, который он работает свой первый срок? Он работает свой еще первый срок, а не второй, не третий, не пятый, не 15 лет, не 20 лет, как вашу президенту, да? Не 20 лет он работает, чтобы, да, я мог бы сказать, да, он оккупировал этого народа, он 20 лет, как-то говорят, властвует над Украиной, он наращивает бандеровца, он убивает, можно бы так сказать. Он всего лишь свой первый срок работает. Как он за первый срок успел наращивать бандеровцев, оккупировать Украину, не давать русскоязычным жить там, выгонять там, я не знаю, убить. Как он сделал это? Как на такой национализмической страну можно проходить выбор и еще один, вот просто вот скажем, из другого, я сколько раз говорю, это другого сфера бизнеса, стать президентом этой страны. Как? Ну хорошо, если как Путин сделал бы, как Путин делал, отдал Медведеву на время, на 5 лет, а потом забрал, на 4 года отдал, забрал. Если президент этой страны отдал бы Зеленский эту власть, через 4 года забрал бы, ну ладно, понятно было бы. Но был честный выбор. Сколько хайваев, сколько там батлов, встречи. Народ поддерживал. Почему вот народ не поддерживал власть? Потому что власть, если вот этот выбор остался бы, вот можно было написать Путин 2 там, и все. Почему? Потому что он тоже первый власть. Немножко, вот, не немножко, а нормально пропагандировал все время война. А за все время правления, вот это вот 3-4 года правления Зеленский, он ни разу о войне не пропагандировал. Он, да, сказал, что вы воюете, вы забрали землю, их не боль, он это рассказывал. Никогда не пропагандировал это. Никогда. Так что думайте, дорогие россияне. Но, как говорят, у вас есть время еще думать, потому что еще не поздно, да, дорогие россияне. А может быть и поздно потом. Как говорят, вы опаздываете потом. А Соловьеву открыто угрожают, и Соловьев, скажем, Соловьеве 60 минут, они язык Кремль, я так считаю, их то, что Кремль не может говорить официальным дипломатическим уровне, это Соловьев или, скажем, это 60 минут две девушки, которые там водят же, две девушки, вот и они будут это говорить. Это и они, я считаю, что язык Кремль. И Жириновский, то, что Кремль не может говорить, это
пишут, отдает им и говорит, скажите, слово Соловьева, что они не останавливаются якобы в Украине, это скажем, просто разменка, как это делают спортсмены перед боем. Как он сказал, что это, вы думаете, это Украина, это конец? Вы ошибаетесь. Это был, скажем, слово не Соловьева, а просто переданное слово от Кремля на весь мир, что они не хотят останавливаться, они после Украины начнут нападать в Польшу, потому что они видят главного врага своего Польша, Латвия, Литва. Почему? Потому что эти страны были под СССР, под влиянием русским. Ну, пришло свое время, они сказали, русские, как ваш корабль, до свидания. Вот и все. Сейчас хочет, что напасть они после Украины и будет Польша. Ну, я не думаю, что будет это после Украины. Оно скоро, наверное, на пару дней и начинают пару бомбочку кидать польской территории тоже. Тоже они будут кидать это. Это уже недалеко остался, скажем, 20 километров от нашей границы. Они скоро будут в Польше тоже бомбочку кидать, пару бомбочку. И на это будет винить украинских солдатов, украинских добровольцев. Или, скажем, белорусские, которые они формировались в Украине. Их будет винить, что они ударили Польшу. Ну, короче, есть такой, скажем, маневрчики. Они этого скоро будут делать. Скоро они тоже немножко начнут с польским тоже, Польшей. Ну, так что народ Польши на это готова. Не только, скажем, армия, даже простые народы очень хорошее настроение на это. Будут поддерживать свою власть. На этом уже не сомневаюсь. Я здесь живу несколько лет. Я вижу, какой здесь демократия, свобода здесь. Они любят свою страну. Вот. Просто здесь на кайфушку живут люди. Ночью, поздно ночью, 2 часа, 3 часа, когда хочешь. Когда ты хочешь здесь, например, я вам хотите сейчас покажу. Я пойду прямо зайду вот в полицейский участок, вот с камерой еще. Вот прямо зайду. Я попрошу сделать мне кофе или там чай. Я зайду, я скажу просто на улице холодно, например, да? Я погреться зашел. Или просто здесь хотел посидеть. Или я пить хочу, дайте мне кофе. Хотите, я вам покажу. Такую демократию Россия еще, наверное, 500 лет не видит. Встает, люди в формах, мне сделают кофе или чай, я посижу там. Первый год я, когда приехал, я думал, здесь тоже как Россия. Увидел полицию, да, я все равно мимо отходил от полиции, а потом понял, что здесь не такое. Зимой останешься на улице. Мусульманская страна, когда ты останешься на улице, ты идешь в масджид. Но чтобы зайти там, чай попить, потому что масджиды у нас всегда кушать есть, одевать, обувать, все то, что тебе надо, у нас в масджиде есть. А в европейских странах вот это все проходит прямо, скажем, в полицию. А у нас еще есть одна проблема. В масджиде, если ты не мусульманин, тебе нельзя заходить там. А здесь
в полицейский, русский, польский полицию. Ты мусульманин, ты не мусульманин, ты не знаю, африканец, ты таджик, ты русский, ты не знаю, кто ты такой. Тебе можно заходить, чай попить, греться. У тебя места нету, там можно ночевать тебе до утра. Все они тебе, вот, скажем, спокойненько тебе помогают здесь. Так что, дорогие мои, здесь полиция для граждан это друг, просто друг, который, скажем, вот, когда ты хочешь, когда у тебя негде ночевать, когда ты голодный, когда ты остался на улице, когда у тебя какая-то проблема, ты можешь прямо заходить в полицейский участок, вот, рассчитывать на них не как полиция даже, как брат, как друг. Вот так рассчитываешься, заходишь, скажешь, брат или друг, или уважаемый полиция, что у тебя кушать нету, что у тебя негде спать, что ты голодный или что ты пить хочешь. Они все тебе организуют. Зайдешь в любое отделение, прохожий стоит тарелочка большой, и там разные конфетики есть. И там есть вода. Можно ты сам сделаешь кофе для себя, горячий и холодный. Там пачку стоит чай, кофе, все, если ты хочешь, сам сделай. Хотите, я любой полицейский участок зайду, это вам покажу. Здесь полиция не фашисты, здесь полиция есть полиция. А не надо сюда нападать и разрушать. И сказать, что в польский народ будете тоже освободить от какой-то, не знаю, фашистического захвата. Здесь нету фашистов, нету. Здесь были когда-то фашисты 90 года, 90, ну, скажем, 90. Они тоже избавились от фашистов, выгоняли фашистов там. Там, дальше. Они выгоняли фашистов. Да, было до 90 года. Тут рассказывает, как были фашисты, как они изнасиловали девушек здесь, как они ходили на тренировках, на автоматах, на польские территории. Военный часть был фашистическая здесь. Ну, так и говорили. А потом польский народ, польские мужики хотели избавиться от этих фашистов, и это фашистов выгоняли там далеко. А сейчас как это фашисты еще хочет вернуться туда, чтобы устраивать опять свою балалайку, играть здесь. Но польский народ этого больше не разрешает, чтобы это было. Так что, дорогие, очень дорогие украинцы, дорогие русский народ, одумайтесь, это будет хорошо пока. Русские военные солдаты, корабли, спасайте свою родину, свою матерей, свои сестры, свои жены, спасайте своих будущих детей. Детей своих будущих спасайте, потому что оно идет прям, не знаю, куда-то. Пусть Украина разбирается сами своим бандеровцам, своим фашистам. Пусть они что хотят делают. Вам это не мешает ничего. Закройте границы, сделайте такой, на это деньги можно было высоким такой, металловый такой, знаете, вот, железный граница можно было сделать с Украиной, чтобы птица не мог летать туда. Понимаете? Вот птица не мог туда летать. Вы же как-то говорили один раз, что вы делаете русский лифт между Марсом и Россией. Какой-то лифт хотите проводить. Вы хотели какой-то лифт сделать, да? Вы какой-то не по Петрон, какой-то материал тоже нашли, очень прочный, да? Что у вас будет лифт Марс и Москва, да? Что можно так, Марс поедет, сидеть туда-сюда.
Оказывается, Марс и жизнь есть, да, тоже вы русские нашли этого. А может, случайно Путин там дом построил, ваши олигархи, что если что, на Искандар сядет, на хороший Искандар, и летает туда, на Марс, и вас оставит сюда. Говорит, ну пусть с вами. А может, это лифт есть, а потом на этом лифте спускается, смотрит, что там творится тут. А потом на этом лифте еще убегают туда, на Марс. Ну вот такие клоунские у вас пропаганда, действительно, скажем, очень клоунская пропаганда. От СССР начиная, что Гагарин летел на небо, да? Первый человек, который летевший на небо. Это все анекдот, все это. Я вам все этот секретов, если хотите, я скажу. Земля, если круглая, Америка здесь, а Россия тут. Китай там. А Китай будет летать туда на небо, да? Россия сюда на небо, Америка туда на небо, да, вниз на небо. Такой анекдот. Ну да, есть какой-то метров можно, а дальше нельзя, невозможно. Не может ни один существо, который готовит, они не может летать. Так что это анекдот тоже. Закройте с Гагарином тоже. Бедного Гагарина вот так Кахрамон делали, а потом убили его. Русский военный корабль. До свидания. Защищайте свою родину, свою страну. Это будет, наверное, лучше вам. Мухтарам Тоджико, Мухтарам мардами Тоджикистон. Ҳар як Тоҷикистони. Воқеан ман барои шумо мегӯм ин ҳукумат дорое ки шумо доред. Вале ман бинам қариб 100 нафар отписаться кардааст, рафтааст аз ман. Ман мефаҳмам барои чи отписаться кардистем. Барои ки ӯ инсонҳое ки уже ай Россия рафта истоден, яъне Тоҷикистон ё ки дигар ҷоҳо рафта истоден, мефаҳмам шумо метарсен ай ҷони худтон отписаться мекунед, тоза мекунед аккаунтотона, баъд мерен. Это проблема нест, это 100%. Одами тамошо мекардагӣ подписатсам тамошо мекунад ва ҳамин бигем ки баъз бо метавонад ки ҷош сошид подписатсия кунад. Ва барои шумо ҳар рӯз бигем ки анекдот мехонанд. Англия қати мо договор кардем кор дава, мо фалон ҷо қати договор кардем кор дава. Як савол ба худтон битен, муҳтарам мардуми Тоҷикистон. 30 сол Москва сохтен, Тоҷикистона чӣ сохтен? Ҳеҷ. Агар ки шуморо Марс баранд дар стройка, ки ҳам Путин оз стройка кардестай дар Марс хона сохтен. Агар Марс баратон ку Тоҷикистон обод намешавад. То он ҳолате ки мо шумо Тоҷикистон нарем. Тоҷикистон дар ҳамон ҳолат обод мешавад ки мо тоҷикистониҳо дар Тоҷикистон бошем. Дига Америка мерен, Европа мерен, любой ҷо мерен, бидонем ки уҷа шумо фақат ғуломӣ мерен. Тамом. Берун аз ғуломӣ дига чиз дига надорем шумо талоҷон. Ира хуб бифаҳмед ҳамватанои азиз. Ира хуб дарк кунед. Дар 30 сол я Opel хариден, хай 30 соли дига да бо я Opel дига мехаред. Вот это вот ҳаёт ҳамта гузашта рафтеста. Ва мо як диктаторда шанс додестем ки бигем биё ина бачатамон, биё худудмон, биё президентша, раҳбарша, духтарот қатӣ, домодот қатӣ, фарқ надорад. Конститутсияи моро таҷовуз ки бихбигард. Яъне ки мо ҳамқа кор кардистем. Барои мо ҳамватанои азизам, ба умеди ягон ҷои ғарибӣ нашед. Агар ки ваъдатон бита ки дар ҳамин центрем Вашингтон да мебарем, фақат нем полои Вашингтона бишуку, ӯ ғуломияи баротон. Чи Аврупош, чи дигар ҷош. Ва одамое ки дар Аврупози грехтен рафтен ба ҷо шиден шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонен, фасоли Тоҷикистон изҳорот шабинед, кадоме ки иқомаи Украина дора, яъне ки времени прописка бигем ки хеле вид на жительство дора ку дар Украина, мо ӯра намебарем Тоҷикистон. Барои чи? Барои ки ӯ метавонад дар иҷа беста. Шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне вид на жительство, просто иқомаи муаққатии Украина дора ку, уже ӯ тоҷик нест. Барои посолствора мега мо ӯра намебарем. Изҳорода бибинед,
ва инсоное ки шумо гирехтагӣ ҳастен воқеан ҳам хеле проблематон сахт мешавад. Сахт мешаваги проблема чи аст? Яъне ки шуморо баъди камтар агози баланса гирифтан шуморо депортатсия мекунад. яъне депортатсия чи аст? дар депортатсия бигем ки Европа ки фуромадӣ дигар ту баъдан ҳам гашта виза гирифта агар ки договор куна Эмомалӣ Раҳмон ё ки ягон кор куна шумо баъдан ҳам виза гирифта дига омада наметонед. унҷо шумо чорни рӯйхат дохил мешавед ки шумо низакана паслушни қонуна вайрон кардагин гирехтагин як кори дига кардагин. агар ки шумо оянда боз гашта мисол Россия нашед мисол ё ки Европа бояд биёед шумо ҳози хуб аст ки шумо ҳам закана паслушни қонуна вайрон накарда шишта бирен Тоҷикистон. баъд аз ӯе ки ғуломфурӯшони Тоҷикистон ба ягон давлатҳои аврупоӣ контракт омода кардан серавно Тоҷикистон шуморо обеспечиват карда наметавонад. шумо дар Русия зиндагӣ карда наметавонед. шумо бармегардед Тоҷикистон по-любому ва маҷбур мешава ҳукумати Тоҷикистон кор куна барои шуморо ягон ҷои ғуломӣ пайдо куна ки шуморо равон куна. дар ин чиз во маҷбуранд. имшабу рӯз корошон ҳамин аст ки тамоми давлатҳо қатъи гуфта истоданд ки ғулом дар кор нест, ғулом дар кор нест, ғуломи арзон дар кор нест, ғулом. ва шуморо раҳӯӣ мекунад барои давлатҳои аврупоӣ, барои дигар давлатҳо. ва шумое ки дар аврупо омаден ҳама одамое ки қонуна вайрон карден баргашта шуморо депортатсия кард шумо баргашта омада наметонед дигар аврупоян ки шумо дига виза наметавонед. проблематон мешавад. барои ҳамон ҳозир шумо дар шанс аст қонун қоидаро вайрон накарда Тоҷикистон биред. ва ки агар ки ғуломфурӯшон ки ба ё сар савдо кардан ки корбор пухт ва ғуломо савдо шид шумо ба ҳам паспорти ғуломӣ меоед метавонед ки виза бигиред боз ба ғуломӣ биёед. боқӣ саломат сарбаланд хунобод бошед. худо нигаҳбонтон боша ҳамватанои азизам ва бигем ки натарсен подписатсия кардан, тамошо кардан, падилит кардан аз ин чизо натарсен. ман ҳамаи навор ма аз аввал то охира ма барои пулкор карданам накарда истода меёрам. ма мефаҳмам Далер Эмомалӣ гуфт ки мара поддерживать кунед. мефаҳмам Далер Эмомалӣ дар дохил аст. барои ӯра хела зарур аст ҳамин пули ютуб ки то ки ин тараф у тараф бирава. воқеан агар ки ҳамин кор нашава ман мегӯм ки ҳамун Далера ки ягон картамон ҳамин одамо мисоли асми дусми партоянд ва та ҳамин корта идома бите ягон картамон ва мо ҳам кӯшиш мекунем поддерживать кунем. агар ки аз картаи мо ба картаи те пул бирава ҳамчи террорист агар объявлятат накунад мо поддерживать мекунем. лекин ман бигем ки умуман ба ин пули ютубам надеяться кардагиам нестам ва ман ҳамира гирифтагиам бигем ки дар худам ятинам расход кардагӣ нестам. ҳамта гирифта ҳар када додагӣ ҳастам яда бор гирифта. барои ҳамо дӯстои азизам ман ҳама вақт навор мекунам, ҳар вақт мебурам. хайхтон медонед яъне ки ман ира барои яъне 2 моҳ пеш ҳафтаина наворома баста карда будам барое ки дигар зиёд шида буд, бениҳоят зиёд шида буд ки вақт набуд. бигем ки инами қадар ҷои холӣ дар ютуб соати холӣ намеёфтӣ ки ба бирои гап занӣ. ҳамин бовар ки айси примера айси эфир айси примера айси эфир кагира қайчи када обратно примера қайчи када эфир дар эфир навор дигар ку манам тамошо мекардам ку намефаҳмидам ки чи аст аслан. инами тари шида буд дуруни ютуб. ҳарчи худоро шукр тинч шидест. ютуб пул додан абас кар буд ҳарчи тинч шидест дар ютуб. иншоалло ки агар ки бозам ҳам хеле бигем тинч шава холӣ шава майдони ютуб албатта ки бо ман медурам дар майдони ютуб яъне ки боз ҳафтаина эфирома давом метавам. ин барои пул нест, ин барое ки ман мубориз ҳастам. ман иҷа даромад намегирам. ҳамин даромади ҳамира ҳама вақт ҳамон роиш кардестам ҳарсада рафтеста. вообще ҳамин моҳ ма бугумтон ҳамин моҳ $1 инами 15 рӯзда $1.92 пул кор кардаги. аки пешош ҳамон қа кор намекард. ҳама $80, $70, $60 даяму бигем. амро ҳамон медодем ба одамои нуждаиш. дӯстои азизам саломат бошед.
агар майдон холӣ шава ма ҳар ҳафта бо мебром бо як барнома мегирем бо суҳбат мекунем агар майдон холӣ шава не ки агар боз майдон пир беста бигем ки ман намебурам ман хел хидм буромада як эфир мекунам. Саломат сарбаланд хонобод бошед дӯстои азизам ҳамватанон. воқеан ма ватанма дӯст медорам ва ҳамватанома дӯст медорам. ма кӯшиш мекунам ки ҳамавақт ҳамватанои ма да ягон чиқри пиқрӣ назананд, яъне ки рост бошанд, дастойне бошанд, эҳтиромшон дар дунё бигем як эҳтироми инсонӣ бошад. худо нигаҳбонтон. ҳар ҷое бошен обрӯтонро нарезонед. аввалин ҷода обрӯи миллат меистад ва ҳар коре ки шумо мекунед ин санг дар миллат ватанат мерава мерасад. барои ҳамн дар ҳар ҷо кӯшиш кунем барои обрӯи миллаттон бестен, обрӯи ватантон ҷазир накунен, бигем қоидаҳои ҳами давлата вайрон накунен, эҳтиром кунен, талпа кӯча набироен, дар қадри раҳ симичка чоқида талпавой нашинен. иёда и одатон нест мардуми аврупода. дар кӯча шишта нашинен, дар кӯча шиштанен дар хонатон бироен бишинен. дар ҳамин раҳ рӯҳ диден ку як соат истода гап назанен. агар гап заданӣ бошен ҳамун дӯстон қатид ягон кафеда ягон ҷода бидроен бишинен, як стакан кофеча як чоя ҳамҷа бигирен пешотон монен, гапотонро гап занед, бихезен бирен. дар кӯча илтимос набестен. Последнее время ма талпавои зиёд дидистам, сари кӯчада истодаги гап задистан, шаво иш омадаги дар уҷа мошиноша мондаги аваренко гирён ду кас се кас истода чах кардестан. инсон илтимос ин чиз бисёр нодуруст аст, бисёр кори нодуруст аст, яъне ки доғ мерасонем хидмон. чах карданин любой ҷо ҳам қаммаи ҷо кафеҳо ҳастанд. бирен я тай кофеча бигирен бишинен ҳамҷа чахтона кунен, бихезен биброен бирен далши. и ба фикрам ки хубтар мешавад. ва ҳамин культуру сихитона нишон битен да, ҳамин культурна будантона нишон битен ки мардум кайф кунад. ҳамин дидаги одама бига ой наи тоҷикора бибинед чӣ хел одамои культурнанд, талпа палпа ҷазир нестанд, яъне ки культурностан нишон битен хубтар мешавад. саломат сарбаланд хонобод бошед. худо нигаҳбонтон бошад мардуми азиз Тоҷикистон. худо кунад ки ҳамин зарба дар ватани мо ҳам рава ки мо озод шем. баъд як чиз дигарам бигӯм ҳамҷа охирашда, ҳамун хуйтерое ки дар Тоҷикистон руған реклама доранд, орд арзон жидааст, паданалат ти аз зубачиска намебирорӣ, ту ордаи ки ҷо миёрӣ, нархи сӯзишворӣ хистагӣ, нархи ин хистагӣ, нархи ӯ хистагӣ, нархи ин хистагӣ. о чанала дар киҷо Тоҷикистонда ин чиз арзон мешава. як борам билад кунут қати не калат қати фикр карда эфир ки ти кира успокоит дорита халқа хуб 3 рӯз арзон мешава. хунатон мусӯзад. пад уже шлабауни раҳпли хуҷанди чира уже нархша хезондаем. аз киҷо орд арзон мешава батра. хай барои ёра як навури алоҳидаи дига мешава. худо нигаҳбон ҳамватанои азизам. ма ба шумо ҳастам, умедворам ки шумо ҳам бо мо ҳастен, яъне ба ман. саломат бошед.